И вот таким образом переходим к последней заключительной панельной дискуссии. И будем говорить об актуальных процессах в растущей белорусской диаспоре. А ведущим будет Кристофер Форст, представитель фонда Фридриха Эберта. Пожалуйста, и он представит участников этой встречи. Большое спасибо. Работает? Да, благодарю вас. Как Петр уже сказал, меня зовут Кристофер Форст, я представитель ФС Беларусь, работаю в Киеве. И сегодня подытожим этот день, потому что мы будем говорить о всем том, о чем мы уже ранее говорили. И будем говорить также об этом более широком ракурсе. То есть мы говорили о миграционных процессах, о миграции из Беларуси, мы говорили о средствах массовой информации, говорили об образовании. И все это будет связано с тем, о чем мы будем сейчас также говорить, также с миграционным вызовом будем говорить о поддержке для перемещенных белорусов. Когда мы будем говорить о средствах массовой информации, будем говорить об оказании поддержки журналистам. Когда мы говорили об образовании, мы наверняка будем говорить о стипендиях. Мы уже слышали о программе Калиновского. И мне кажется, что это имеет большое значение, это также очень интересно. И вот здесь мы находимся в кругу людей, связанных с организацией диаспоры, и среди нас представители не только из Польши, но также Украины и Германии. В конце концов, это белорусско-немецкий форум. Я говорю на английском языке, но я немец. Надеюсь, что вы мне простите, что говорю на английском языке, но все оставшиеся участники будут говорить на русском языке. Ну, конечно же, могут быть здесь короткие паузы, связанные с переводами, но справимся. И начнем с человека, который является единственным не Олесем и не Александром в этом кругу. Это Полина Бродик, координатор Центра «Свободная Беларусь» из Киева. И Полина, у меня вопрос к вам насчет вашей работы. Чем вы занимаетесь в Киеве? С какими вызовами вы сталкиваетесь в Киеве? Я сам живу в Киеве, и мы, конечно же, понимаем, и мы также знаем о публичной работе, которую вы проводите. Вы организовали выставку на площади Майдан, но вы делаете намного больше. Вы также оказываете поддержку журналистам и перемещенным белорусам. Вы также занимаетесь политической адвокацией. И мы понимаем, что это особенно, в частности, сложный вопрос в украинском контексте, потому что, как, например, мы уже говорили о визовых вопросах, мы говорили о других вопросах, связанных с жизнью за рубежом, и в Украине ситуация может быть более сложная, еще учитывая политический контекст. Так что, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Кристофер. Всем добрый вечер. Я постараюсь не повторяться, потому что на самом деле сегодня уже много было сказано из того, чем и мы тоже занимаемся, в общем-то, только в Украине. Это, безусловно, как вот Кристофер сейчас и называл, в первую очередь, это помощь беженцам. И мы стараемся называть вещи своими именами, именно беженцами, а не релокантами, потому что, чтобы не смещать, наверное, акценты, во-первых, с точки зрения международного права, и, во-вторых, чтобы понимать, на самом деле, всю трагичность ситуации, потому что мы можем долго закрывать глаза и делать вид, что мы уехали по работе, но ситуация несколько иная. Мы, как и многие другие диаспоральные организации, появились год назад, в августе прошлого года, и конечно же, это не было запланировано, это было таким emergency response на ситуацию, которая происходила в Беларуси. И изначально мы просто решили помогать людям с юридическими и психологическими проблемами в Украине. Но постепенно приезжало все больше и больше людей, не только с какими-то проблемами, не только там с ПТСР, не только с психологическими травмами, не только с медицинскими, я имею в виду с проблемами физического характера после пыток, но и помимо всей той боли, которую они приносили еще приносили очень много энергетического заряда.
Это были те люди, которые довольно активно участвовали, впервые в своей жизни активно участвовали в общественной жизни, в политической жизни. И у них этот потенциал, этот заряд оставался даже после того, как они вынужденно переезжали в новую страну. И мы постепенно стали задумываться над тем, как можно этот потенциал превратить во что-то полезное и его конвертировать в настоящую деятельность. И помимо того, что у нас есть, гуманитарное направление, которое состоит вот как раз-таки из юридических консультаций, из психологической помощи, помощи с жильем, которую мы реализуем совместно с немецкой диаспоральной организацией «Разом». Также у нас есть и образовательное направление. И это образовательное направление, оно разделено на две части, на формальную и неформальную. Формальная часть — это наше сотрудничество с институциональными какими-то учреждениями, с университетами в Украине, в частности, с Киево-Могилянской академией, с которой мы запустили стипендиальную программу. И опять же, это уже то, про что сегодня говорилось, помощь студентам, которые были исключены. Есть еще и неформальная часть, которая заключается в тренингах совершенно разного плана, начиная от тренингов по безопасности и заканчивая трехмесячными программами, акселераторами, направленными на очень узкую категорию людей, например, на журналистов. Вот сейчас у нас заканчивается акселератор по расследовательской журналистике. Точно такие же у нас будут акселераторы по адвокации, точно такие же будут по женскому лидерству и так далее. Или по проект-менеджменту. То есть все те люди, которые переехали сейчас в Украину и там остались, и которые хотят развиваться, у которых есть действительно вот этот вот запал, желание к получению новых знаний, у них есть возможность наконец-таки до этого достучаться. И наша главная цель, на самом деле, это развитие гражданского общества. Мы понимаем, что это гражданское общество сейчас за пределами страны, но мы очень надеемся, что когда-нибудь оно вернется в нее обратно и сможет использовать этот невероятный опыт, который получило за границей. И конечно, люди выходят из своей зоны комфорта. И, конечно, им очень тяжело. И мы сегодня целый день говорим про эти проблемы. Мы видим, как тяжело оформлять ВНЖ, как тяжело я не знаю, добиться апостили и так далее, когда ты не можешь вернуться в свою страну. Но при этом это окно возможностей для многих из нас. И вот я бы хотела больше сейчас на этом сконцентрироваться, потому что мы уже 1,5 года практически стенаем по поводу того, как сложно нам оказаться в новых условиях, но со временем нужно все-таки немного адаптироваться и попытаться извлечь из этого какую-то пользу. И я думаю, что для нас, для всех сейчас вот прям идеальное время для того, чтобы, во-первых, научиться на ошибках соседних стран. В Украине достаточно большое количество ошибок было совершено, и было очень много позитивного опыта в том числе, который для себя может почерпнуть любой белорус, приехавший туда. То же самое и в Польше, то же самое и в Грузии, в общем-то, в любых постсоветских странах. И мы направлены на то, чтобы у людей не пропадало желание развиваться дальше, и чтобы люди наконец-таки постепенно переходили от вот этого состояния нахождения в системе паттернализма в все-таки какой-то такой партисипативный модус, когда они сами проявляют инициативу, когда они сами пытаются быть ченджмейкерами. И вот говоря про адвокацию, на самом деле это очень хороший пример. Мы занимаемся как организация «Национальная адвокация в Украине». Мы пытаемся помогать и продвигать вопросы легализации для белорусов, трудоустройства, в том числе безопасности, потому что, опять же, поднимались сегодня эти моменты. В Украине, да, есть определенные риски, мы все их хорошо знаем. Мы знаем, что спецслужбы Украины и Беларуси до сих пор сотрудничают. Миграционная служба охотно или неохотно, но иногда выдает белорусов обратно по запросам белорусских служб. И все эти вопросы мы поднимаем как организация, но в том числе мы призываем и белорусов в этом активно участвовать. И они впервые для себя узнают, что можно вести коммуникацию вообще с государством, что можно пытаться общаться с МИДом, что можно пытаться общаться с миграционной службой, с полицией, даже, может быть, пробовать общаться со спецслужбами. Это совершенно уникальный опыт, с которым я столкнулась, когда я впервые приехала в Украину в 2015 году, и через 2 недели у нас уже была встреча в МИДе. Это вообще было невероятно. Казалось, такое просто невозможно себе представить. И вот сейчас все те люди, которые переехали, они испытывают это на себе.
И они потом этот опыт вернут обратно. И это, на мой взгляд, довольно позитивно, несмотря на все те негативные моменты, с которыми мы сталкиваемся. Наиболее актуальная на сегодня, конечно, проблема вот именно легализации. И 23 ноября мы надеемся на то, что в Верховной Раде на комитетском слушании, межкомитетском слушании Комитета по правам человека этот вопрос будет очень предметно обсуждаться, и в том числе безопасность белорусов и реакция правоохранительных органов Украины. Мы знаем, что вот есть позитивный опыт Грузии, которая сказала, что несмотря на подписание договора между двумя странами, она не будет выдворять белорусов. Это не относится к Украине пока что, но тем не менее мы будем над этим работать. И очень хочется верить, что к концу этого года мы увидим изменения в миграционном праве Украины, позитивные изменения, которые позволят большему количеству белорусов оставаться там, потому что на самом деле для большинства или, может быть, для большой части белорусов Украина могла бы оказаться не менее комфортной страной для жизни, чем Польша. И даже у нас уже сейчас есть случаи, когда люди, побыв в Украине, уехали в Польшу, а потом снова вернулись в Украину спустя год. Я, наверное, пока здесь на этом остановлюсь и передадим слово следующим спикерам. Thank you very much, Paulina. Большое спасибо, Полина. Я понимаю, что надо говорить чуть-чуть помедленнее. Полина, не только я должен говорить медленнее, но также и вы, так, чтобы переводчики успели нас всех догнать. И вы могли бы нам представить некоторые данные касательно того, сколько сейчас белорусов в Украине, сколько виз, сколько люди уже получили убежище и сколько было выдачей граждан Беларуси, то есть беспокоящих фактов? Это довольно сложно назвать, потому что, во-первых, они разнятся у разных органов государственных, у пограничников и иммиграционной службы, но приблизительно мы знаем, что не меньше, чем 300 тысяч белорусов пересекало границу с Украиной за последний год. Большинство из них выехали, неизвестно в каком направлении, но мы можем предположить, что существенное число уехало в Польшу, либо в Грузию, либо в Литву. На 2021 год мы знаем о том, что около 2500 людей получили временный вид на жительство, еще около 700 постоянный вид на жительство, и примерно столько же получили отказы в попытке получить вид на жительство, тот или иной. При этом на беженство подавалось, вернее, получило позитивные ответы что-то около 15-17 человек. Беженство плюс постоянная защита, не постоянная, но не международная, там просто, ладно, международная защита, да. И что касается выдворения, за первое полугодие 2021 года из Украины было выдворено по белорусским запросам, скорее всего, 16 граждан Беларуси. Несколько запросов мы успешно предупредили, и, собственно, удалось спасти людей от выдворения. Некоторых вытаскивали прямо вот из пограничной зоны, некоторых вытаскивали из аэропорта. Кто-то даже выиграл у СБУ суд за это время, что вообще считается довольно таким беспрецедентным кейсом. Ну вот, примерно такие цифры. Thank you very much. Then over. Большое спасибо. И теперь переходим к Алису. Полина уже говорила о том, что ведется сотрудничество Германии и Украины. И скажите, пожалуйста, о вашей работе, чем вы занимаетесь. Мы понимаем, что белорусская диаспора в Германии растет, но также является все более активной благодаря вашей организации «Разом». И вы были учреждены 9 августа прошлого года. И интересно, вот что означает «Разом» для белорусской диаспоры, каков дух и на чем вы сосредотачиваете вашу деятельность? Я вообще-то не живу только долго в Германии, а я всю мою жизнь там живу, я там родился и вырос. Наше объединение «Разом», оно тоже возникло в августе 2020 года, вернее, 9 августа, это, да, день так называемых президентских выборов.
И мы являемся добровольческой волонтерской организацией, которая включает в себя много разных инициатив, в том числе и одна из инициатив заключается в том, что мы оказываем помощь беженцам в Украине. Здесь мы сотрудничаем с Белорус Центра, а также с фондом «Родный кут» из Байсола. В основном мы собираем пожертвования среди наших членов или, в общем, среди жителей Германии, чтобы оплачивать жилье беженцам в Киеве. Вот, например, за сентябрь вроде бы выплатили более 2000 евро, чтобы оплатить жилье 45 человек. И да, примерно вот за месяц сумма около в этом объеме. Другие инициативы заключаются... Среди наших других инициатив есть еще помощь беженцам в Германии. Их не столько много, как в Польше и в Украине, конечно. Германия выделила ровно 50 гуманитарных виз. Я знаю, что это сравнение с Польшей это очень мало. Вот, насколько мне известно, в Польше вроде бы выделили более 6 тысяч гуманитарных виз. Но те беженцы, которые приезжают по этой гуманитарной визе, они с нами связываются по-нормальному, и мы тоже стараемся им как-то помочь с переводами. Иногда оплачиваем юридические услуги или какие-то другие вещи. Вот, например, когда был показ фильма «Куража», вот оплатили билеты для беженцев, или у нас в Баварии был леточный лагерь такой белорусский, тоже оплачивали там спальники для беженцев, чтобы им как-то дать возможность отвлечь от всех этих проблем. Ну и можно сказать, что у каждого беженца есть вот как минимум один волонтер, который ему как-то помогает, который там может позвонить куда-то, чтобы забить встречу у врача, чтобы идти вместе в какой-то, да, оформлять какие-то бумаги или помогать с другими вещами. И кроме вот этих людей, которые приехали по гуманитарной визе, есть еще многие, которые прилетели, чтобы попросить убежище. И, насколько мне известно, это несколько десяток. Так что вот у нас, наверное, не больше 100 беженцев, которым мы активно помогаем. Наверное, эта цифра намного больше, но это вот, по крайней мере, те случаи, о которых мы знаем. Еще у нас есть инициатива по помощи медицинской реабилитации пострадавшим режима. Здесь мы сотрудничаем с организацией Liberico, это немецкая швейцарская правозащитная организация. И да, здесь мы оказывали какие-то медицинские услуги, чтобы люди, которые как-то вот, которых избивали, которые как-то пострадали во время протестов, чтобы им дать возможность реабилитироваться в Германии. Еще у нас есть инициатива по помощи политзаключенным. Здесь мы сотрудничаем с Dissident By. И да, здесь вроде бы на ежемесячном уровне помогаем более 30 политзаключенным финансово, чтобы они могли, например, в тюрьме купить себе какие-то определенные вещи. И наша пятая главная инициатива — это оплата, ну, так скажем, проекта. Вот напротив посольства Республики Беларусь в Берлине находится такой вагончик, который мы называем «Альтернативное посольство». Там висит красно-белый флаг, куча плакатов, которые там информируют общество о том, что происходит в Беларуси. Там есть возможность подписать открытки политзаключенным. И мы тоже финансово помогаем арендовать вот этот вагончик, потому что мы считаем важно информировать немецкое общество о том, что происходит в Беларуси. И это тоже входит в сферу нашей деятельности, что мы стараемся как-то держать Беларусь на повестке дня в Германии. Это только те инициативы по собранию пожертвований. На самом деле у нас есть еще куча других проектов, особенно вот в культурной сфере. Например, у нас проходят вот еженедельно такие Zoom-встречи, куда приглашаем часто каких-то культурных деятелей, белорусских писателей, историков и так дальше. И
Это тоже финансово поддерживаем. Ну и разных других инициатив. Вот, например, журнал детский на белорусском языке тоже финансово поддерживали. Это тоже все входит в нашу сферу деятельности. Еще важно отметить, что поскольку мы являемся официально зарегистрированной добровольческой организацией, мы можем выдавать подтверждение за то, что люди нам дают пожертвования. И при налоговой оплате люди могут оказывать вот это подтверждение, и им приходится зато меньше налогов платить, что они уже пожертвовали часть, и это, конечно, больше мотивирует людей жертвовать нам деньги. Да. Если говорить о проблемах, наверное, вот типично в немецком контексте я не могу ничего назвать. Вот мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и остальные организации, что у нас эмоционально выгорают какие-то волонтеры, что одновременно есть и много людей, которые готовы чем-то помочь, но не всегда знают, в каких сферах нужна помощь. И мы стараемся это как-то лучше структурировать, работать более профессионально, чтобы как-то использовать вот те человеческие ресурсы, которые у нас есть, потому что реально есть в Германии очень много людей, не только белорусов, даже и много немцев, которые готовы как-то помогать белорусам. Ну и так, вот как я уже говорил, вот Германия выделила 50 гуманитарных виз, и этот контингент уже исчерпан, поэтому мы не так давно назад обратились в МВД с просьбой увеличить количество гуманитарных виз, чтобы тоже как-то помочь диаспорам в Польше и Украине, чтобы тоже к нам люди поступали, поскольку у нас тоже есть много волонтеров, которые хотели бы оказывать какую-то помощь. Да. Ну и так, если говорить о актуальных политических событиях, сейчас, скорее всего, новое правительство будет состоять из партий СПД, Зеленый, ФДП. Это тоже все партии, которые довольно хорошо относятся к белорусскому демократическому движению. У нас есть ряд контактов с разными немецкими политиками. Мы находимся в хорошем контакте с МИДом и с МВД. Вот, например, если люди оформляют гуманитарную визу, вот немецкое посольство советует к нам обращаться, поэтому мы могли многим людям оказывать какую-то помощь. Поэтому мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться тоже при новом правительстве, и мы очень оптимистично смотрим на будущее в этом плане. Thank you very much. Огромное спасибо. Итак, продолжение плана действий — это очень важная тема. И, конечно, мы хотим помогать белорусам. Увеличение количества гуманитарных виз — это очень важно, в частности, для организации «Разом» и для Германии в целом. Хочу задать личный вопрос, будучи самым молодым экспертом в рамках этой дискуссии. Вы сказали, что вы родились в Германии, но в конце 90-х родители приехали из Беларуси в Германию. Как вы считаете, что молодежь, которая сотрудничает с «Разом», мне кажется, что там очень много молодых людей, которые представляют диаспору белорусскую в Германии. Есть ли у них какой-то другой подход, другой дух, когда они рассматривают события в Беларуси? Как вы считаете, у молодежи другой подход, что-то поменялось? Это уже новое поколение, как вы считаете? Кто-то из «Разом» также сказал во время интервью, что белорусы сначала научились быть беспомощными, но теперь они поменяли свой подход. Поделитесь, пожалуйста, своей точкой зрения. Тоже старались в начале 2000-х создавать какое-то тут типа объединение белорусов в Германии, но никакой официально зарегистрированной организации белорусов в Германии до 2020 года никогда не было, потому что просто люди в этом видели мало смысла, были очень пессимистично настроены. Все беженцы, которые вот приезжали в Германию в начале 2000-х, они
тоже со временем отошли от политических дел. И только в 2020 году, когда вот видели вот эту массу людей, которые готовы как-то выражать свою гражданскую позицию, вот первый раз заметили, что и такие люди тоже еще в Германии есть. Вот я помню, я был где-то в июне, в конце июня была первая акция в городе Мюнхен, и там было зарегистрировано как-то, что только 100 людей придут вот из-за всех этих карантинных мер, из-за короны и так дальше. А на самом деле туда пришло намного больше, там 150, и что даже вот полиция попросила, чтобы люди вышли из ограждения, чтобы не нарушать правила. И это было очень, очень приятное чувство вот осознать, что еще есть столько много белорусов в Германии, которые не потеряли свою надежду и готовы что-нибудь здесь, чтобы как-то помочь этой стране. И это дало много новых надежд и большую мотивацию тоже вот моим родителям. Они тоже разом входят. И да, можно сказать, что только в 2020 году создалась белорусская диаспора в Германии как таковая, вот появилась. Thank you. And I think that's... Огромное спасибо. Таким образом, можем перейти к теме белорусского молодежного хаба и вернемся в Варшаву. Олесь Лапко, вы активно участвуете в целом ряде инициатив. Интеллектуальный клуб, занимаетесь вопросами, связанными с ковидом, белорусский молодежный хаб, белорусская солидарность. Мы сегодня выслушали о ситуации белорусов в Польше, поэтому не будем выдаваться в подробности уже в связи с этой темой. А чем вы занимаетесь в белорусском молодежном хабе? И расскажите, какое у вас имеется общее впечатление на тему того, как работает белорусская диаспора, как она развивается, растет и что она делает на международном уровне. Добрый день. Спасибо большое, Кристофер, за вопрос и за предложение именно сосредоточиться на том, как белорусская диаспора в Польше активничает и активничала до этого. Честно, до сих пор нет какого-то общего мнения, есть ли вообще такое понятие, как белорусская диаспора в Польше. Есть белорусы в Польше, есть какие-то группы белорусов в Польше, есть национальное меньшинство белорусов в Польше, то есть это граждане Польши, которые родились, их предки всегда жили на территории Польши. А есть ли диаспора как таковая, или она только появляется, или она только развивается? Если смотреть в таком широком понимании, то диаспора — это не только люди, это связи между людьми, это понимание, что они белорусы, они создают что-то для Беларуси, для белорусского сообщества здесь. И честно скажу, что определенными волнами, вот как уже сегодня не раз говорилось, возрастал интерес к белорусскости белорусов. Как раз-таки, наверное, было связано и с репрессиями в Беларуси, что выезжали активисты, выезжали люди, которые хотели что-то делать для белорусов и Беларуси, в том числе и из Польши. Добрая часть зала тоже, наверное, относится к их числу. Я не отношусь, я выехал в Польшу учиться и по сути, из-за своей активности просто не могу вернуться, а не потому, что меня оттуда изгнали. Вот. Но что касается активности белорусов в Польше, или можно называть вот зарождающейся диаспоры, за последний год это очень большая волна солидарности, очень большая волна понимания и поддержки, начиная еще до выборов. Вот тот же COVID-19 показал, что диаспора может многое, потому что диаспоры тогда в разных странах еще присматривались друг к другу, может быть, где-то не доверяли к организациям, не доверяли каким-то инициативам, активистам, но когда увидели результат, увидели то, что реальные инициативы, гражданские инициативы могут делать намного больше, чем это может делать Министерство здравоохранения, любые другие министерства, поняли, что гражданское общество и в Беларуси в том числе
должно поддерживаться белорусами зарубежья, потому что, как уже не раз повторялось, белорусам нужно учиться активизму, нужно учиться демократии, а белорусы, которые выехали, как сказал профессор Водомацкий, может быть, менее оторваны где-то от реальности, могут более трезво смотреть на вещи и помогать. И поэтому белорусы начали активничать как в стране, так и за границей. Это вылилось вот в поддержку и медиков во время кампании «BuyCovid-19», в поддержку репрессированных, избитых людей во время кампании Buy Help, когда буквально за несколько дней было собрано рекордное $3 миллиона, и потом дошло до 4 миллионов. Конечно же, большая часть это пришла от белорусов зарубежья на поддержку репрессированных. И это, конечно же, вылилось в общую волну солидарности, когда белорусы начали уезжать из страны. Это поддержка на местах, поддержка, в том числе в Польше. Появилось, я скажу, наверное, где-то десяток, может, больше организаций. Есть некоторые организации, которые давно существуют. Это и Белорусский дом, где мы сегодня находимся. Это еще какие-то организации, в том числе в Белостоке, где было национальное меньшинство, и всегда развивалась белорусскость. Это другие организации. В частности, Белорусский молодежный хаб — это тоже не появившаяся в 2020 году инициатива, организация. Мы раньше строили свое интеллектуальное комьюнити, оно, может быть, не все было направлено именно на белорусов. Это скорее вот как для тех людей из Украины, из России, которые строились вокруг нашего интеллектуального клуба. Но в 2020 году много изменилось. Вот как сказал Александр, когда в Мюнхене вышло 150 человек, рассчитывали намного меньше, в Варшаве была зарегистрирована акция на 150 человек, а вышло около 3000 человек. Вот. Когда я приехал, увидел возле белорусского посольства море людей, и я понял, что вот этот день, когда белорусы наконец увидели, сколько нас, и что мы можем на что-то влиять, мы можем что-то менять, и мы должны это делать. И я скажу, эта волна до сих пор не уменьшается. Белорусов становится все больше. Конечно, кто-то устает, кто-то выгорает, волонтеры постоянно уходят. Вот. Но мы работаем над тем, чтобы все-таки помощь белорусам здесь, в Польше, оставалась и оказывалась. Мы группируемся, мы объединяемся. Выстраиваются некие горизонтальные связи как инициатив, так и существующих организаций. Вероятно, это выльется в какое-то что-то больше, например, в ассоциацию белорусских организаций, которая также будет иметь определенный вес и свой голос и среди других диаспор, так и на международном поле. И вам скажу, что в отличие от многих стран, в Польше белорусская диаспора и организации, они рассредоточены по многим городам. И это очень важно, потому что белорусы, которые приезжают из Беларуси, они живут таким понятием, что за границами МКАДа жизни нет. То есть они приезжают и хотят многие оставаться в Варшаве, но мы им объясняем, помогаем с тем, что в других городах, в меньших городах, вероятно, им будет уделено больше внимания, потому что там тоже есть белорусская организация, есть активисты, есть волонтеры, есть поляки, которые готовы помогать и поддерживать, а именно самих белорусов там не так много репрессированных, кто приезжает в меньших городах. И мы направляем их туда. Везде есть наши партнеры, со всеми регулярно общаемся. Это тоже очень важно, что если раньше белорусы просто часто растворялись в польском обществе, потому что наши культуры, наши языки, наши истории очень близкие, и часто было, можно сказать, непрестижно оставаться белорусом. То есть украинцы оставались украинцами, это особенно после 2014-2015 года у них это сильно выразилось. Белорусы в 2020 году поставили вот свою точку начала того, что Беларусь —
Это звучит гордо, и нужно оставаться, нужно бороться, нужно еще доказывать, что ты являешься годным сыном Беларуси. Вот. Поэтому я считаю, что и в дальнейшем белорусская диаспора, уже могу сказать, которая зародилась в Польше, будет оставаться белорусской. Следующее поколение белорусов, молодых белорусов, они не будут становиться поляками. Вот. Предвосхищая, возможно, вопрос, сколько же сюда приехало белорусов, только гуманитарных виз было выдано более 6 тысяч, более 8 тысяч, более 6 тысяч виз выдано по программе Poland Business Harbor. Это для специалистов в сфере IT. И польско-белорусскую границу пересекло более 1 300 000 человек. То есть, понятное дело, один человек мог несколько раз пересекать границу. Точное число белорусов, приехавших, зафиксировать сложно. Была перепись населения, мы, может, скоро узнаем, сколько же белорусов здесь находится. Но очень много белорусов еще подало заявление на получение международной защиты. Это 1600 человек. И половина из них уже получила. То есть 881 человек, кажется, получил международную защиту. Остальные ожидают. Очень малый процент отказов. Польша очень лояльна к белорусам. Польша помогает белорусам. Конечно, в рамках своих возможностей, в рамках своей системы. Но можно сказать, что сейчас вот Литва, Украина, Польша являются такими адвокатами Беларуси. Конечно, хотелось бы все равно еще больше, но это тоже зависит еще от белорусов, от белорусских организаций, от белорусских инициатив, белорусских активистов, которые регулярно напоминают о себе, о том, что нужно помогать. У меня все. Спасибо. To make sure to achieve what Да, чтобы добиться того, о чем вы говорили. Наверняка будут белорусы в Польше, которые чувствуют себя белорусами также и в будущем. И, конечно же, надо будет избежать процесса отчуждения от страны происхождения. Мы говорили сегодня ранее, что тяжело избежать такого чувства отчуждения от того, что там происходит в стране, если нас в стране нет. И как вы планируете избежать этого результата? Это очень важный вопрос для белорусской диаспоры уже после истечения года. Что бы вы посоветовали? Честно, прямо сейчас я не готов ответить на этот вопрос, потому что частые претензии к каким-то лидерам мнений, в том числе в Польше, идут от тех белорусов, которые не так давно уехали. То есть я в Польше живу уже 6 лет. Те, кто приезжают, они еще со свежими своими белорусскими настроениями готовы вернуться в Беларусь уже завтра. То, что будет в Польше среди белорусского общества уже через какой-то промежуток времени, возможно, повлияет на то, что же все-таки нам нужно будет делать с этим. Thank you. Александр Милинкевич. Мы все вас знаем, вы нам хорошо знакомы. Для нас это большая честь, что вы с нами. Вы с нами официально как руководитель Белорусского свободного университета. И мы уже слышали об этом проекте ранее, уже обсуждали этот проект. Также мы говорили об этом в контексте программы Калиновского, имени Калиновского. Нас интересует, каков сегодняшний этап работы Белорусского свободного университета, то есть что стоит за Белорусским свободным университетом. Это первый вопрос. И второй вопрос следующий. Я активно слежу и вы были также активны, вы активно следите за белорусскими процессами, вы также баллотировались в выборах. То есть, что вы думаете о диаспоре? Каковы ваши наблюдения за белорусской диаспорой с 2020 года? Как можно сравнить диаспору после 2020 года с диаспорой до 2020 года? Спасибо большое, во-первых, за приглашение на эти дискуссии. Я считаю, что они крайне важны, потому что благодаря им диаспора, новая волна особенно, лучше осознают свои цели, задачи, свои возможности и свою ответственность.
Я два слова только скажу о Белорусском свободном университете. Хотел бы другую тему осветить глубже. Скажу, что этот проект интенсивно развивается. Скажу, что его целью является подготовка широкой группы людей, которые знают, как проходила трансформация в странах новых членов Евросоюза, бывших советских республиках, которые понимают, что такое системные реформы. И главной задачей нашей на первом этапе является создание курсов по public policy, public management, реформы в экономике, в финансах, местное самоуправление и так дальше. Мы имеем партнерами самые известные университеты в Польше, также Европейский коллегиум в Наталине, один из старейших центров обучения европеистики. И очень гордимся, что нашим крайне важным партнером в этой теме, в онлайн-современном обучении, интернет-обучении, является Таллинский университет, который, известно, что эстонцы впереди планеты всей в отношении новых методов обучения. И в этом году просто скажу, что у нас уже идут два курса конкретных. Один называется Global Mini MBA, это для предпринимателей Беларуси. И в данный момент до Рождества учатся предприниматели довольно хорошего уровня. И я рад, что они довольны содержанием этих курсов. Второй курс, который тоже в этом семестре впервые мы уже организовали, это курс по местному самоуправлению. И, честно говоря, если бы от меня зависело, то я бы начал реформу Беларуси именно с местного самоуправления. Считаю, что это база демократии. И поэтому наша задача уже начала выполняться. И мы будем расширять количество курсов. И нашим партнером в следующем году будут даже, скорее всего, университет во Флориде. То есть мы расширяем, потому что это онлайн, это возможно сделать. И хочу сказать, что второй нашей такой целью, задачей является построение, создание белорусской инклюзивной национальной онлайн-платформы обучения, на которой будут представлены лучшие курсы. Преимущественно мы стараемся использовать белорусский язык, хотя у нас есть и польский, и русский, и английский. И мы бы хотели, чтобы на этой платформе были курсы не только сертифицированные, вот как Global Mini MBA, где получают сертификат те, кто учатся, но мы бы хотели, чтобы там было и неформальное обучение представлено. И у проекта хорошая сейчас перспектива, потому что у нас довольно устойчивое финансирование запланированное. К проекту после протеста в Минске большой интерес. Я бы хотел сказать несколько о другом. Может быть, это отклонение от темы, но считаю, что это страшно важно. Когда мы говорим о сегодняшней ситуации в Беларуси, когда мы говорим о том, когда же будет свобода, думаем, когда же будет победа демократии, то у нас, как правило, игроков в этой схеме есть несколько, но один постоянно выпадает. У нас обычно говорим о Лукашенке, говорим о Западе, говорим об оппозиции, которая вынуждена в таком огромном количестве эмигрировать, и представители гражданского общества, и журналисты. И говорим о Кремле, о его влиянии на все на это. И я думаю, что мы думаем чаще всего, и даже такие продвинутые демократы думают, что не будет Лукашенко как главного зла, и у нас сразу же будет и добробыт, и свобода, и Европа. Да, действительно, это главная преграда сейчас в нашем движении к свободе. Но я хочу сказать, что самые большие испытания Беларусь ждут, и это тоже задание для новой волны диаспоры, будут в тот момент, когда уйдет Лукашенко. Когда он идет, тогда начнется такая серьезнейшая, отчаянная борьба Кремля за Беларусь. Они и сейчас борются, они и всегда боролись. И это будет на фоне серьезного развала экономики, это будет на фоне обеднения людей. И мы часто думаем, что автоматически придут настоящие выборы, настоящий парламент, и вернется белорусский язык на свои позиции. Я хочу сказать, что для Москвы борьба за Беларусь в этот момент, когда не станет Лукашенко, может даже по инициативе Москвы так случится,
Для Москвы это будет последний бой за свою вот эту вот идею русского мира, главная идея Путина. И в эту империю никогда не вернется Украина, хотя бы в силу того, что у них идентичность очень высокая создалась вот в результате той войны, которая идет, в результате тех событий. Украина будет самостоятельной. И для Москвы уход Беларуси хотя бы в нейтралитет – это будет полная трагедия, и для Путина тоже. Поэтому будет решаться вопрос, а чувствуют ли белорусы себя белорусами, чувствуют ли себя нацией, понимают ли геополитические раскладки, которые есть. Я боюсь, что в этот момент нам может не хватить белорусской идентичности, белорусского самосознания культурного и исторического. И это как бы, вот я говорю о задании возможном и для диаспоры, потому что все решается не только здесь и не столько здесь, все решается в первую очередь в умах тех сотен тысяч людей, которые остались в Беларуси, и они, вот мы говорим, там диаспора, там эмиграция, они уходят в большинстве, что есть плохо, во внутреннюю эмиграцию. Эти люди просто занимают такую нейтральную позицию, они уже не будут за Лукашенко, но они теряют веру. И я думаю, что вот наша ответственность, особенно лидеров, очень большая в том, мы должны создавать позитивную атмосферу для тех людей, которые протестовали, а сейчас в разочаровании. Я не скажу депрессия. Я объехал пол Беларуси вот последние месяцы летом. И я скажу, что даже у лидеров местных часто такое депрессивное, не депрессивное, упадническое настроение. А сможем ли мы сделать реформу? Вот, ну, поляки понятно, но эстонцы тоже понятно. А вот мы, наверное, не сделаем. Нужны позитивные сигналы и знания. Знания о том, что мы не хуже других, мы можем. И я думаю, что если мы не укрепим, хотя это не так быстро делается, но перестройка показала, что несколько лет можно, возвращаюсь, идентичность, национальное самосознание, только тогда белорусы смогут сделать свой выбор между Москвой, которая предложит в этот трудный момент, когда Лукашенко не станет, трудный, потому что начнутся вот эти вулканические извержения. Москва предложит 2 трубы и скажет, вот 2 трубы, присоединяйтесь к трубам, и будет у вас добробыт. А мы скажем, вы знаете, вообще-то пояса нужно затянуть, и нужно сделать либеральные реформы. Только дух, внутренний дух нации, только самосознание может помочь, так как она сейчас помогает, например, той же Украине, как это помогло когда-то прибалтийским странам, которые прошли это трудное испытание в то время, когда это было нелегко. И я вот призываю всех нас постоянно помнить о том, что вот эта работа, а это мы можем сделать через сети, через просвещение, через образовательные программы, укреплять национальный дух, потому что без него пути в светлое будущее нет. Thank you very much. Огромное спасибо. Задам тот же самый вопрос и хочу услышать, как это все поменялось по сравнению с августом прошлого года. Никто не может ответить на этот вопрос лучше, чем вы, потому что вы прослеживаете события в Беларуси в течение многих лет. Расскажите, как все поменялось. Находимся ли мы в той же самой ситуации, как во время предыдущих выборов, и диаспора находится в той же самой ситуации, как это было в 2011 году, когда был открыт Белорусский дом здесь, или же ситуация диаспоры полностью поменялась после последних выборов? О диаспоре, то, конечно, сейчас диаспора гораздо более пробелорусская. Это не экономическая диаспора. Я вообще слово диаспора не очень так люблю, потому что диаспора, согласно определению, знаете, это группа самоорганизованных людей определенной национальности, которая, в принципе, маловероятно, что вернется назад. А у нас сейчас, вообще говоря, диаспора несколько другая. Это большинство людей вот этой новой волны, они собираются вернуться назад, они собираются делать преобразование. Но это филология. Я хочу сказать, что всем очевидно, никто не ожидал, никто не мог прогнозировать, что будет такой взрыв гражданской активности, такого чувства достоинства, которое вдруг возникло непонятно из чего, желание самим определять свое завтра. Белорусы доказали, что они становятся нацией.
настоящей нацией, а не просто жителями этой страны. И в этом отношении мы сделали такой шаг, такой рывок. Люблю приводить этот пример. Мне мои французские друзья, которые занимают высокое положение в политике в Париже, они говорят: послушай, Александр, так а где больше Европы? У вас в Беларуси или у нас во Франции? Я говорю: а в чем вопрос? Они говорят: а у нас как протесты, так у нас переворачивают автомобили, бьют стекла, у нас взрывают там эти бомбы, а у вас так культурно все это. Где Европа, вообще говоря? Это полушутка, но вообще говоря, тот имидж, который мы сейчас имеем, это наш колоссальнейший капитал. Это во внешнем представлении, но внутри страны тоже белорусы стали себя уважать. Но это правда. Они стали себя уважать. И вот спросить любую диаспору в разных странах, и они говорят: мы вдруг почувствовали гордость, что мы белорусы. Это типично, это просто колоссальный успех. Но я говорю скорее о подводных камнях, которые есть, о тех проблемах, которые мы еще не стали нацией, мы политической нацией становимся, а нации в плане белорусскости нет. И это серьезная проблема в организации будущей страны. Может, последнее скажу. Я в перестройку очень активно участвовал. В Гродно была одна из первых, как тогда говорили, неформальных организаций. Она называлась «Походня». Такая культурницкая, историческая, краеведческая организация в Гродно. И я скажу, что для меня было поразительно, что белорусы стали белорусами вот с этим чувством идентичности, исторического самосознания в течение нескольких лет, в моем родном городе, благодаря действию 300 активистов, которые объединены были в этом клубе. Огромное количество публикаций, огромное количество маленьких книжек, которые издавались на месте. Конечно, мы не всех сделали, но ядро мы создали. И это можно делать и сейчас. Поэтому я думаю, что у нас очень хорошие перспективы, очень хорошие. Путин боится менять Лукашенко, всем это понятно, потому что он видит, что родилось гражданское общество и не под белым, как предлагалось флагом, а под бело-красно-белым. И это сдерживает Кремль. И для Кремля это серьезнейшее препятствие. У нас есть шанс не на руки опускать, просто надо понимать, где болевые точки. Thank you very much. Огромное спасибо, Олесь Зарембюк, очередной Александр. Я хочу задать вопрос и услышать от вас, что поменялось на практике в вашей работе в прошлом году. Мы уже слышали, а также во время первой панельной дискуссии вы говорили о том, что гораздо больше людей приехало в Польшу, и очень много работы у вас. И я знаю, что Белорусский дом очень сильно и активно работает. На чем вы теперь концентрируетесь? То есть оказание прямой поддержки, прямой помощи. Как это выглядит с точки зрения практической работы после 2020 года? Большое спасибо, Кристофер. И если сравнить то, как мы начинали 10 лет назад, 10 лет назад мы тоже создали нашу организацию как представители политической эмиграции, как люди, которые, несомненно, небольшая группа людей, которая была вынуждена в 2010 году после местных выборов, как я, или после президентских выборов, как другие коллеги, эмигрировать в Польшу. И для нас было важно продолжать нашу общественную деятельность, которую мы делали в Беларуси, здесь, и в том числе делиться хорошими, даже не всегда хорошими и плохими опытами польской трансформации, польских изменений в обществе. Но мы тогда абсолютно не было никаких программ помощи, не было вот такого фокуса, но и ситуация была совершенно другая. После 2010 года, после президентских выборов, было арестовано около 2000 людей. Да, были сотни обысков, это все было очень дико, и на тот момент, 10 лет назад, это была тоже огромная волна репрессий. Но то, что мы увидели в августе 2020 и позже, вот тут представители разных организаций с разных стран, в Польше инициатив десятки,
в различных городах. В Лодзи, в Белостоке, в Варшаве это тоже десятки инициатив и организаций. И у всех очень много работы. Вот у всех все эти 15 месяцев все заняты с утра до вечера, потому что, к сожалению, та ситуация, которая продолжается в Беларуси, и волна репрессий, беспрецедентных репрессий, она по обращениям к нам, вот я уже утром говорил, 212 человек только в октябре обратилось за помощью. 212. Весной это было 60-70 человек. То есть это количество людей, которые выезжают, растет. Вот. Благодаря ситуации на границе фокус в Беларусь продолжается, но все равно есть очень много проблем. Наша панель тоже посвящена теме актуальных процессов. Проблемы похожие, потому что нужно в первую очередь человеку? Человеку нужно быстро выехать, быстро найти каких-то знакомых, менторов, которые помогут ему, встретят, организуют на первое время жилье. С этим тоже не всегда все хорошо, несмотря на старания всех организаций. Будь то в Германии, я знаю, что многие диаспоры мировые, они собирают деньги и передают в Украину или в Польшу или в Литву, чтобы вот как раз помочь на первом этом этапе. Процессы, да, виза, встретить, устроить деток в школу или в детский сад. В Польше с детскими садами огромная проблема, и для поляков, тем более для белорусов со школами намного проще. Ну и также начать новую жизнь в новом месте. И вот это вот главные процессы, через которые должен пройти каждый человек. Но еще есть другие процессы. Есть еще люди, которые... Вот мы на этой неделе занимались вопросом одной из женщин, которую избили, арестовали. И она живет недалеко от Германии, в Нижней Силезии. И все это время она не могла ходить. И думала, что, может, застудилась, еще что-то. В итоге оказалось, что женщине нужна операция. Нужна операция, и ее можно сделать в рамках государственной страховки польской. НФЗ – это государственное польское страхование. Но эту операцию ей смогут сделать только через год или полтора, потому что в Польше тоже есть очереди. Ну и вот сейчас мы оплатили уже первый взнос, скоро будет сделана операция. И это не маленькие деньги, это более 12 тысяч злотых, около 3000 евро, чуть-чуть меньше. И вот тоже актуальные процессы, когда просишь такого человека рассказать об этом, потому что, так как я говорил, и вот ребята тоже говорят, многие люди дают там по евро, по злотому, и они тоже хотят видеть, кому мы помогаем, все мы, наши инициативы и организации. А люди очень боятся, потому что у них в Беларуси остались родители, остались братья или сестры, которые работают в государственном секторе. И вот это тоже процесс и вызов, с которым сталкиваемся, потому что с одной стороны очень важно, чтобы такая информация появлялась, для того, чтобы дальше показывать и собирать факты преступлений этого режима и на конкретных примерах показывать, как этот режим искалечил вот этих людей, показывать эту цену свободы, да, и показывать нашу ответственность за огромную ошибку, которую допустило наше белорусское общество в 1994 году. А с другой стороны, рассказывать об этом, для того, чтобы кто-то, кто имеет такую же проблему, потому что эта женщина, она никуда не обращалась, она уже живет тут в Польше несколько месяцев, и все это время она не могла ходить. Все это время. И это тоже говорит, что несмотря на то, что нас много и различные инициативы, пока люди об этом узнают, может, пока переломают страх, да, чтобы обратиться, может пройти много времени. И вот этот актуальный процесс, с событий
августа, когда в основном били очень жестко протестующих, прошло 15 месяцев, а мы все еще вот имеем эти проблемы. Это только один случай. Таких случаев намного больше. Конечно, если сравнивать с 2011 годом, абсолютно не было таких проблем. Вообще. До августа 2020 года мы вообще, по большому счету, мы никогда не занимались помощью беженцам или иммигрантам. Мы проводили информационные кампании, мы занимались неформальным образованием, мы организовывали тренинги для представителей различных социальных групп из Беларуси, предпринимателей, историков, студенческих организаций, молодежных организаций в Польше. Мы проводили молодежные обмены. И это те наши уставные цели, которые мы будем дальше реализовывать. Но с августа мы начали тоже, вот тут Александр Володин сидит, интегрировать предпринимателей и бизнес-сообщества, людей, которые были вынуждены оставить все то, что они построили в Беларуси, и приехать сюда. И каждые 2 недели мы проводим для них бизнес-встречи, бизнес-завтраки. В рамках бизнес-форума в прошлую субботу мы провели сайт-ивент. Также мы работаем с женщинами. Это вот похожие вещи по пятницам. Также работали с беженцами по четвергам. Это вот этого всего, этих всех активностей не было до 2020 года. И вот это актуальные процессы, которые, к сожалению, после 15 месяцев, и мы видим статистику, они еще более актуальны. Потому что весной обращалось за помощью 70 человек, а сейчас 212. И, к сожалению, я должен констатировать, что эта повестка, она останется актуальной в ближайшее время, потому что мы видим, что машина репрессий, она не прекращается. Но вместе вот с помощью очень важно также продолжать вот эти различные интеграционные программы, в том числе то, о чем говорил доктор Александр Миленкевич, национальное самосознание. Мы видим, что национальное самосознание растет, но все равно, вот знаете, к нам обратилось там более 5000 людей. Там, по-белорусски говорит очень небольшой процент, или по тем письмам, или звонкам это с 5000 это может быть около 100 человек. А это действительно очень актуально, потому что наш язык, наша традиция, наша культура и глубокая история белорусская, европейская — это наша единственная защита от нашего прекрасного соседа, от россиян, которые продолжают гибридные действия и внутри Европы, и на границе сейчас вот с Европейским Союзом, и также в Украине, Грузии и в других странах. Вот. Поэтому вот так это примерно выглядит. Все эти активности 15 месяцев — это то, чего не было 10 лет назад. Но то, что мы начали 10 лет назад, и те контакты, и то доверие, и ту репутацию, которую мы за эти 10 лет построили, оно позволило нам очень быстро решить вопросы легализации, гуманитарных виз, образования и других вопросов для белорусских беженцев в Польше. И именно поэтому Польша, и я вот был неделю назад на немецко-польско-белорусском круглом столе, даже немецкие эксперты, представители немецкого МИД подтверждают, что Польша сделала больше всего для белорусов и больше всего была подготовлена. И вот это тоже, между прочим, и вот эти наши 10 лет работы здесь, в Польше. Поэтому я только еще в заключение хочу сказать, что очень важно все эти организации, инициативы белорусские, которые сейчас возникли на волне 2020 года, чтобы они продолжали свою работу в своих странах, потому что эти контакты нам будут очень нужны, в том числе и для быстрого и эффективного проведения реформ.
то, чем занимается, например, свободный университет, потому что нам нужны специалисты, я там тоже говорил утром, с несоветской, не лукашенковской, не постсоветской ментальностью, потому что мы должны менять нашу страну там. И для этого мы должны использовать весь потенциал диаспор, будь то в Украине, в Германии, в Голландии или в США. Спасибо. Thank you. I think the personal story was very important. Да, очень важной является именно такая личная история, потому что, несмотря на всю высокую политику, и я также работаю в политическом фонде, но я полностью согласен с тем, что диаспора, само понятие диаспора здесь спорно. Мы говорим о людях и говорим о очень многих индивидуальных частных историях, и каждый из вас это испытывает напрямую. И об этом стоит всегда помнить. Хорошо, если вопросы из зала, пожалуйста. Я еще подожду 10 секунд. Есть вопрос, пожалуйста. И, пожалуйста, воспользуйтесь микрофоном. Марка. Дело в том, что вот очень много сказали про развитие национальной идентичности, но в журналистике вот эти вот жанры, которые о языке, о культуре, о литературе, они как раз, вот, скажем, менее востребованы, чем новостные, чем, скажем, какие-то истории и так далее. Вот это парадоксально, но нация, которая растет, вот она родилась в 2020 году, она все-таки имеет пока что очень маленький запрос на такого рода, на интеллектуальный информационный продукт. Мы эту задачу тоже решаем, и надо придумать что-то, что с ней делать. Since I don't see other... Не вижу других поднятых рук. Может, кто-то хотел бы ответить на это? Да, пожалуйста. Ответить по поводу национальной идентичности. Да, это действительно так. К сожалению, много лайков или просмотров материала на белорусском языке не набирают. Это проблема, но это надо делать. Есть же прекрасные примеры стран, которые из небытия возродили свои языки. Поэтому, несмотря на то, что это не приносит большой аудитории, я вот вижу даже для людей, которые, вот даже по диаспоре, да, для людей, которые приехали сюда очень часто просто как русскоязычные, потихонечку это меняется. Это очень долгий процесс, но если мы не будем этого делать, ну, он никогда не расширится, не увеличивается, поэтому мы должны делать промоцию, и несмотря на то, что сегодня это слабые просмотры или небольшие, этот контент должен быть, он должен быть качественный. И я думаю, в процессе, даже абсолютно уверен, такие материалы будут все больше и больше востребованы аудиторией. Но это не процесс года, месяцев, это десятилетия. Но очень хорошо, что Еврорадио тоже это делает. И Еврорадио в основном, не знаю, по-моему, все программы по-белорусски. У нас это тоже принципиальная позиция. У нас все посты, все на белорусском языке. И мы никогда этого не поменяем. Это просто наша позиция нашей организации. Время, но имел такой опыт и счастье большое, занимался белорусизацией в Гродно. Это было начало 90-х годов. И тогда такая программа еще коммунистами была принята до распада Советского Союза о том, что вот с 1 по 10
класс начинается белорусский язык, с 1 садочка, а потом в 10 уже помаленьку и университеты перейдут и так дальше. Я вам скажу, что мое мнение твердое. Насильственно белорусский язык, если насаждать и в быстром темпе, мы только все испортим. Мы у белорусов вызовем, можем отвращение, страх, что угодно. Это процесс деликатный, и он под силу только власти, которая понимает значение языка формирования национального самосознания. Это длительный процесс. И та власть, которая придет, все равно будет язык возрождать очень осторожно, деликатно, не пугая людей. Сейчас можно заниматься, и это свободное поле, заниматься историей белорусской. Ее можно даже по-русски рассказывать. Лучше по-белорусски, но не страшно. Потому что история богатейшая, ее мало кто знает, даже окончившие исторические факультеты наших университетов. А это дает такую невероятную осолоду. Вот такая сладость от сознания, что ты не хуже других, а может даже и лучше, что у тебя такие национальные герои, что у тебя такие люди, такие подвиги, такое героическое и трагическое минулое. Люди не знают, и это дает счастье. Вот я сам по себе помню, как открывали во время перестройки вот эту историю. И сейчас это можно сделать и нужно. Но еще хочу сказать, что кроме вот этого вот национального фактора, очень важно – не зацикливаться на Лукашенке, на санкциях, потому что люди, которые слушают, они понимают, что Лукашенко плохой, санкции вроде справедливые, но тоже по нам бьют. Этим людям нужно позитив и веры в себя. Вот это, я считаю, дух воспитать, что мы сделаем, мы умеем, у нас есть кадры, у нас есть умные люди, с ними интервью же можно делать. Нужно устроить дискуссионную площадку о том, как же мы будем делать реформы, потому что даже дипломаты, многие, с которыми я разговариваю, здесь, в Варшаве и в других местах, они говорят, все у вас хорошо, вы мужественные люди, вы замечательные борцы за свободу, но мы не знаем, и, скорее всего, ваши люди не знают, а как же мы будем строить новую Беларусь? Вроде программы есть у нас эксперты занимаются, и в штабах там, которые нам известны. Но люди этого не знают, даже демократы, которые в Беларуси. Надо это донести, надо это пропагандировать. На площадках сейчас такие возможности огромные. И это тоже дает дух, потому что, вот и мы сделаем, потому что вот нас много, мы имеем знания, компетенции. Поэтому это большая работа. Я думаю, что диаспора тут лучше всех это сделает. Сейчас вот та вот новая волна диаспоры особенно, и старшая, они это могут сделать. Okay, 2 more hands up. И еще 2 поднятые руки. На самом деле, вот пример Украины в этом смысле тоже может быть полезен. Там, конечно, с языком совсем другая ситуация. Там всегда были регионы, которые полностью говорили по-украински, и которые говорили только по-русски. Сейчас все-таки, конечно, больше в сторону украинского идет смещение. Плюс ко всему он всегда был государственным, единственным государственным языком. Тем не менее, Киев довольно русскоязычный. И, конечно, до сих пор там бывают споры, и даже при том, что там, допустим, все образование переведено на украинский язык, и школьное, и университетское, все равно находятся какие-то подпольные школы, которые преподают на русском языке, и никому в этом не признаются. Доходило до того, что в Киеве появлялись билборды, на которых было написано: если у тебя русскоязычная девушка, значит, тебе пора менять девушку. Они, правда, к счастью, быстро исчезли. Мы довольно либерально относимся к языковому вопросу, потому что мы видим, до каких крайностей иногда это может доходить. Поэтому мы пытаемся со своей аудиторией разговаривать на разных языках, в том числе и на украинском, даже с белорусской аудиторией. Но на самом деле люди, которые выехали сейчас из Беларуси, у них гораздо больше интереса к... Медленнее, хорошо. Гораздо больше интереса появляется к своей истории, к своим корням, к языку, к понятию исторической памяти. Потому что когда ты сталкиваешься с условным другим, когда ты выезжаешь из своей страны и встречаешь что-то, от чего ты отличаешься, ты начинаешь понимать свою самость. И выезжая в Польшу, Литву, тем более там в Литву или Грузию,
тем сильнее белорусы начинают понимать, чем они отличаются и чем они выделяются среди окружающих, даже в той же Украине или даже в России. И мне кажется, сейчас как раз-таки тот самый момент, когда нужно пользоваться этим окном возможностей для того, чтобы рассказывать людям о том, кто мы есть. Мы узнали друг о друге прошлым летом, мы узнаем теперь о самих себе еще больше. И в Украине на самом деле поначалу, когда, допустим, ввели украинский язык для телевидения и для кинотеатров, очень тоже было много протестов, ну не тоже, а были. Постепенно все это сошло на нет, и сейчас вполне спокойно воспринимается. И при том, что, вернее, благодаря тому, что в Украине очень сильно развит шоу-бизнес, на самом деле все эти вопросы гораздо проще продвигать, чем в Беларуси. У нас никогда не было, в принципе, хорошего телевизора, по которому можно было бы посмотреть крутые медиапродукты, к несчастью. Возможно, когда-нибудь это появится. Но в Украине сейчас безумное количество и YouTube-каналов, и телевизионных программ, которые рассказывают о том, что это за страна, какие там географические особенности, исторические особенности. И это такой крутой контент, что хочется смотреть, независимо от того, украинка ты или нет. И как бы вот сейчас та самая возможность и для белорусов создавать этот контент, и он будет актуален, я в этом абсолютно уверена, потому что у людей есть на это запрос, и его нужно подживлять просто-напросто. Ну что ж, не хочу прекращать дискуссию. Итак, в Вильнюсе у нас была целая дискуссия на тему идентичности белорусской, поэтому можно также посмотреть, что обсуждалось на прошлой неделе. Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Юра Ровой. Я приехал в августе 2020 года. И Саша Лобко мне очень сильно помог. Спасибо. Я хотел бы вас немножечко все-таки приземлить к актуальным процессам в белорусской диаспоре. Актуальные процессы, по-моему, это то, что люди, которые выехали, они требуют интеграции, они требуют языка польского здесь. Я понимаю прекрасно, как важна наша белорусская культура. Я в любой удобный момент всегда стараюсь говорить на мове. Но вот это то, что требует больше всего нашего внимания. И хочу сказать огромное спасибо Полине. Хочу сказать спасибо Олесю. Хочу сказать спасибо Центру белорусской солидарности. В некоторой степени Белорусскому дому. Но давайте попробуем этих людей синтегрировать, потому что это реально то, что актуально сейчас. У нас эта диаспора, она сейчас появилась и выросла. И чтобы большинство людей поднялось к вот этим вещам, размышлениям, чтобы их волновало это, конечно, им надо закрывать вот этот базис, найти здесь работу, найти себя. Но это, по-моему, то, что нас должно больше всего волновать, потому что тогда дискуссия о белорусской идентичности сможет вестись гораздо лучше, когда люди не будут переживать за то, как заплатить за квартиру в следующем месяце. И я был бы очень благодарен всем белорусским организациям, фундациям в Варшаве, если бы обратили внимание вы на проблему именно языка, привлечь больше учителей, которые могли бы учить белорусов, выехавших к польскому языку, потому что это реально барьер огромный. И мне кажется, это то, на что можно сделать упор. Я сейчас, взяв микрофон, хотел вот именно на это обратить ваше внимание. Спасибо большое. Если можно, маленькая ремарка. I would like to, Александр, я думаю, что это на самом деле вопрос, с которым мы сталкиваемся в Германии тоже, что надо обучать немецкому языку. Может быть, разом что-то делает по этому вопросу. Как это выглядит в Германии, если есть какие-то барьеры типа языкового барьера, как они интегрируются, что вы делаете? Прилетают по гуманитарным визам, для их проще всего, для их сразу предоставляет языковые курсы. Вот немецкое государство, мы разом этим не занимаемся, поскольку уже немецкое государство предоставляет такие программы.
Мы, если что, вот только помогаем там как-то забить встречи или так объяснить, как туда зарегистрироваться. Но в основном здесь уже немецкое государство довольно большую помощь предоставляет, поэтому это не входит в сферу нашей деятельности предоставлять языковые курсы. Ну и так, конечно, стараемся интегрировать немецкое общество. Вот наши волонтеры по-разному стараются как-то налаживать контакты тоже с немцами, вот помочь объяснять какие-то вот вещи, вот, касающие немецкой ментальности, вот все в этом порядке. Ну, да, как я уже сказал, языковые курсы — это входит в сферу деятельности немецкого государства. Я только хотел сказать, у нас сейчас есть 3 курса, которые проходят в данный момент Белорусским домом. Последнюю группу мы набрали, по-моему, неделю или 2 назад. И мы действительно, я согласен с вами, актуальность и востребованность курсов языка огромная, потому что у нас это открытый процесс рекрутации, но очень часто в Facebook пишут: посодействуйте, как нам попасть. У нас все это в порядке живой очереди, но мы видим эту проблему, и мы откроем дополнительные группы. Это я публично сейчас... мы уже про это с коллегами говорили. Мы откроем дополнительные группы. Одна из наших учителей, к сожалению, скоро рожает ребеночка. Она не может продолжать, вот она закончит курс. Но мы сейчас ищем новых учителей, и будут дополнительные группы, потому что действительно это очень горячий вопрос. Вот, спасибо, что обратили на это внимание. Да, и добавлю к Олесю. Мы, как Белорусский молодежный хаб, последний год, точнее, вот после выборов, условно очень много внимания и силы уделили именно гуманитарной помощи. Сейчас мы полностью переходим на формат давать не рыбу, а удочку. То есть мы как раз-таки ориентируемся на то, чтобы помогать людям самим, так сказать, подниматься по этой пирамиде Маслоу. То есть, понятное дело, ты сразу думаешь в первую очередь о том, за что прожить, где найти пропитание, как найти работу. Белорусы, которые приезжают сюда, достаточно квалифицированы, часто с 2 высшими образованиями, но без польского языка они идут убирать офисы, условно говоря. Понятное дело, польский язык очень важен. Мы со своей стороны пошли немножко другим путем, в отличие от того же Белорусского дома, других организаций, которые на своей базе создают курсы польского языка. Мы, как молодежная студенческая организация, контактируем с польскими университетами, при которых тоже есть курсы польского языка. Очень тесно с ними работаем. Тот же Варшавский университет провел курс, уже выпустили и получили дипломы студенты. Лодский университет выделил 100 мест для белорусов. Познанский университет, с другими тоже общаемся. Благодаря тому, что сейчас онлайн многие курсы проходят, неважно, где ты находишься в Польше, ты можешь пройти. Наборы идут постоянно, поэтому тоже можно и к нам обращаться. Если кто сейчас меня слушает, слышит, пишите, обращайтесь. Мы публикуем информацию. Если условно у нас тоже нет живой очереди, мы публикуем о том, что идет набор. Если есть живая очередь, в первую очередь тех, кто уже записан, то туда отправляем. Вот. Постоянно есть какие-то курсы, это очень важно, мы на это ориентируемся. Вот пока, честно говоря, пока сидел, отвлекся, мне смс-ку написала преподаватель, вот я не знаю, в итоге с нами будет работать, или может какой-то другой организации предложу, преподаватель польского языка, который хочет преподавать польский для беженцев. И вот после нашей конференции выйду с ней еще пообщаюсь, вероятно, будет еще один набор. Вот, поэтому прямо сейчас онлайн у нас появляются возможности изучения польского языка. Как видим, тема актуальная как с одной стороны, так и с другой. Да, ссылка в описании. Обращайтесь в Белорусский молодежный хаб. Спасибо. Видите, я только хотел добавить, что в Польше нету государственных программ по изучению языка, как, например, в Германии. И этим ситуация отличается. В Украине вообще этот вопрос не актуален, потому что там
каждый белорус поймет по-украински. Ну почему не актуально? У нас тоже есть курсы украинского языка. Отлично, отлично. Я только тоже хотел сказать, мы все это время делали курсы языка. Мы даже организовали курс языка не с профессиональным учителем, но просто с учителем даже в санатории, когда вот ребята в прошлом году приезжали. И у нас тоже был выпуск с университетом Варшавским, там, где профессиональные профессора преподавали язык. Ну и мы тоже ищем таких преподавателей, которые были бы эффективны вот, в преподавании. Ну и вот стараемся выбирать лучших, но видите, все организовывают, а мест все равно мало, потому что действительно всем нужен язык. Я думаю, что это связано еще с тем, с той статистикой, которую я приводил, что весной людей было намного меньше, чем сейчас. Сейчас, несмотря на то, что границы закрыты, людей в 2-3 раза больше приезжает. Это значит, что курсов языка наши инициативы вы должны организовать в 3-4 раза больше. Потому что чем меньше группа, тем эффективнее. Вот мы сейчас набрали 15 человек. И это из нашего опыта это плохо, потому что эффективность спадает. То есть лучше всего это когда 8 человек в группе. Чем меньше, тем лучше. Спасибо. Last question from the audience comes. И последний вопрос. Выступление, и мне кажется, каждый из вас сказал о том, что диаспора в 2020 году, она какое-то совершенно другое качество приобрела и, наверное, вообще появилась в каком-то смысле. Все увидели друг друга. Вот мой вопрос такой, как бы нацелен, можно сказать, на будущее больше. Может быть, каждый из вас сможет кратко ответить, насколько вы вообще довольны тем, в каком состоянии сейчас диаспора, не только внутри отдельных стран, то есть мы берем Польшу, здесь есть разные организации, но и за пределами, то есть как сотрудничество между диаспорами развивается, и есть ли вообще какой-то потенциал его улучшить, чтобы стать еще более сильными все вместе, то есть ваше личное, может быть, субъективное зрение на этот вопрос. Thank you. I think the second. Я думаю, что на один из вопросов мы уже ответили. То есть, что сотрудничество существует, но довольны ли мы уровнем сотрудничества и довольны ли вы тем, что теперь делается, можно ли сделать больше, как на самом деле развиваются диаспоры. И давайте начнем с Олеся. Один из 4 Олесей. Александровна, поэтому тут тоже очень важно была бы она. Поэтому тут все Александры практически. Отвечая на вопрос, насколько эффективна коммуникация и вообще взаимодействие между диаспорами, скажу, что появилось очень много, во-первых, белорусы зарубежья, как таковая инициатива появилась еще до выборов. Это белорусы, которые хотели организовать, проверить выборы, создали инициативу для проведения экзит-полов. Потом эта инициатива вылилась в создание белорусов зарубежья. Инициатива, в свою очередь, породила Народное посольство, тоже еще один такой проект, который помогает совместно продвигать единую повестку диаспор и белорусов по всему миру вместе с офисом Светланы Тихановской, вместе с НАУ, другими демократическими силами. Поэтому на самом деле сила диаспор и того, что мы на самом деле делаем правильно и делаем все вместе, показывает даже тот факт, как реагирует на это сам режим,
сколько фильмов, сколько различных материалов было выпущено о том, какая плохая диаспора, какие тут все кукловоды и всем управляются, а это никак не повлияло на самом деле на диаспору. Мы стали только сильнее, мы стали опытнее, мы стали больше друг другу доверять где-то. В конце сентября в Вильнюсе офис Светланы Тихановской провел конференцию диаспор, где была встреча представителей многих организаций, в первую очередь, конечно, это европейских, кому было проще приехать, но также были онлайн. В конце октября прошел второй конгресс белорусов всего мира. То есть это еще один показатель того, что прошлый конгресс не был какой-то разовый такой эмоциональным эффектом, а то, что это уже систематически, то, что мы хотим продолжать, мы не хотим останавливаться, это тоже говорит о том, что мы становимся сильнее и понимаем значимость диаспор, значимость белорусов зарубежья, значимость того, что мы отсюда можем сделать многое для белорусов. Вот. Поэтому мы только начали в 2020 году, продолжаем в 2021 году. Я думаю, 2022 год еще будет более эффективным. И мы, я думаю, увидим и третий конгресс белорусов мира и различные другие активности. Я думаю, даже сейчас уже запланированы теми международными посольствами различные инициативы, в частности, там тот же яхтенный слет белорусов мира в следующем летом. То есть это уже планы на годы вперед идут. И это инициатива от белорусов зарубежья. Хотелось бы напомнить, что у нас, к сожалению, время подошло к концу. Вопрос может быть, про завышенные ожидания. Всем очень хочется, чтобы все моментально получилось хорошо, чтобы Беларусь стала демократической, исчез Лукашенко, мы вернулись туда и зажили прекрасную жизнь. Так не бывает, так не получится. Диаспора тоже не может создаться просто в течение одного года и стать идеальной. Естественно, там будут происходить конфликты, естественно, люди будут выпадать, появляться снова, будут те, кому не доверяют, и те, кому слишком доверяют. Это нормальные процессы, абсолютно, и не нужно ожидать чего-то невероятного за такой короткий период. Я думаю, что так же, как и в принципе все белорусское гражданское общество, так и диаспоральные движения, они находятся в таком зачаточном состоянии, но может быть на уровне отрочества. Вот если относиться к этому организму как к маленькому организму, то я довольна тем, как он развивается, но впереди у нас еще действительно очень много работы. Я хотел сказать... You can start. We go this way. Да, пожалуйста, вам слово. Сказать, что по большому счету есть координация, люди встречаются, общаются. Мне кажется, что только надо как-то меньше общаться и больше делать. И вот тут вопросы из зала, в том числе про курсы языка, это подтверждают, что надо больше делать нас ожидают те люди, которые вынуждены были покинуть Беларусь. Есть также та ситуация, про которую очень важно сказать, что режим, представители служб, они постоянно пробуют эту диаспору поссорить, искусственно сделать какие-то конфликты, ударить друг друга лбами. И вот эти все пропагандистские штучки, они это тоже подтверждают. Но это только говорит о том, что диаспора, так как я уже говорил сегодня, она действительно стала очень влиятельной силой, которая независима и которая, начиная с 2020 года, какие бы процессы в Беларуси ни происходили, она будет влиять на процессы внутри Беларуси. И она не будет зависеть от нового витка, например, потепления между Западом и режимом. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но такие ситуации были. И диаспора сама продемонстрировала, что сама может финансировать,
свои действия, свои активности, в том числе помощь. И та огромная сумма, которая всеми организациями была собрана, и огромная помощь оказана, это огромный акт солидарности, исторический акт солидарности, несмотря на все проблемы. Но еще очень важно, в диаспоре тоже появляются организации, которые руководятся из российских посольств и из Кремля. И это это проба создания альтернативной диаспоры, которая будет действовать согласно согласно реализации тех или иных сценариев Кремля. Вот здесь таких людей нет, что очень приятно, но нужно нам всегда иметь это в виду и двигаться в нашем национальном фарватере. Спасибо. Okay, then if Alexander Milinkiewicz doesn't want to add, then... Если Александр Миленкевич не хочет добавить, то это все-таки немецко-белорусский форум, поэтому последнее слово, можно сказать, с точки зрения немецкого. Уже прошел целый год, сказал бы, что белорусская диаспора Германии все равно имеет большой потенциал и много энергии, что люди продолжают вступать в наше объединение, предлагать свою помощь. Конечно, как я уже сказал, много кто выгорает, но все равно постоянно есть запросы людей, которые спрашивают, чем они могут помочь, в каких сферах нужна помощь. И, конечно, все надеялись, что летом 2020-го перемены придут быстро, но несмотря на это, все мы понимаем, что важно это делать то, что в наших силах, и что уже достаточно, если хоть одному человеку, который пострадал как-то от репрессий, помочь, что это уже очень важно, и что это дает нам всем чувство какой-то принадлежности, какой-то общей идеи, что мы все друг друга нашли, объединяющие вокруг тех же идей. И поэтому я сказал бы, что часто можно слышать, что Беларусь никогда не будет такой, как она была до 2020 года. Я думаю, одно и то же можно и сказать про белорусскую диаспору, что такой аполитичности, такой безразличности, которая была в начале 2000-х, когда среди белорусов, проживающих за границей, такое больше не будет, что мы сейчас все друг друга нашли и будем продолжать в этом духе. Да, очень сильные последние слова на сегодняшний день. Большое спасибо. Благодарю вас, благодарю всех экспертов. Большое спасибо. Вы говорили, что вы не хотели давать, или вы хотели? Вы желаете, да? Пожалуйста, вам слово. Да, конечно, вам слово. Да-да. Скажу, колоссальный потенциал, как никогда у белорусской диаспоры сейчас. Я желаю, чтобы она его реализовала, и верю, что так и будет. Я единственное хочу вас призвать к тому, чтобы не слушать тех, кто говорит, что в Беларуси уже ничего не осталось, все выжжено. Да, ликвидированы самые влиятельные организации, но остались люди. И поверьте, эти люди и сейчас работают в очень трудных условиях. И я вижу одно из заданий диаспоры, которая здесь в свободном мире живет, что она сможет построить вот эти мосточки, чтобы помочь самоорганизоваться тем людям, которые там остались и будут. И это очень влиятельная часть людей. Это трудное задание, но оно реальное. Вот к этому призываю, и тогда дважды реализуете то, что вы можете сделать. Thank you. Ben, möchtest du? К сожалению, микрофон выключен. Не слышим микрофона. Микрофон. Пожалуйста, включите микрофон. Он выключен. От имени немецко-белорусского общества я хотел бы поблагодарить вас всех за участие в сегодняшних дискуссиях, а в частности желаю поблагодарить ведущих,
поблагодарить модераторов, а также участников панельных дискуссий. Желаю поблагодарить Белорусский дом в Варшаве за проведение этой конференции. А также желаю поблагодарить сотрудников Белорусского дома, которые постоянно работали в течение всего дня с нами. И также желаю поблагодарить вас всех за то, что вы также обеспечили трансляцию в интернете. И также желаю поблагодарить тех, без кого это общение было бы невозможно на разных языках. Я желаю поблагодарить переводчиков. Большое спасибо переводчикам. И с некоторыми из вами мы встретимся в Берлине, в Брюсселе, и мы надеемся, что будем далее продолжать эффективную работу. Так что благодарю вас всех, и сейчас мы можем себе чуть-чуть пообщаться уже при буфете. Большое спасибо.